В Центре развития предпринимательства прошел круглый стол «Бизнес и власть». Главной темой обсуждения стало снижение налоговой нагрузки на предпринимателей. Говорили о новой льготе – налоговых каникулах. Это новшество для индивидуальных предпринимателей, впервые прошедших регистрацию, будет действовать 2 года. По истечении срока бизнесмены становятся законными плательщиками налога. Программа рассчитана на 5 лет. Еще один важный аспект – налоговые каникулы коснутся предприятий, которые начинают свою деятельность в области производства, социальной сферы и науки. На региональном, республиканском уровне наши парламентарии после внесения законопроекта от имени правительства должны будут принять решение по этому вопросу. И перед тем, как они примут это решение, представители бизнес-сообщества, представители правительства обсуждают сейчас вопрос о введении этой льготы. Мы считаем, что в условиях сегодняшней экономической ситуации одним из важнейших факторов является повышение предпринимательской активности населения. То есть для того, чтобы создавалось наибольшее количество способов помощи тем, кто начинает свой бизнес. Для успешного развития экономики важно дать старт людям, которые хотят заниматься своим бизнесом, считают участники круглого стола. Но вместе с тем нельзя исключать опасения, связанные с введением налоговых льгот. Этим могут воспользоваться недобросовестные предприниматели. Также может возникнуть проблема выпадения средств из бюджета республики. Однако главным аргументом сторонников каникул является то, что нововведение станет стимулом для населения к занятию предпринимательством. А это, в свою очередь, позволит легализовать теневую занятость. Залина Губурова, Алан Гасанов, Осетия ТВ.